На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске программы. Сибирь за партнерами. О чем Рустам Минниханов договорился в Иркутской области, расскажет Лейсан Сабирова. Много вооружений новейших и разных. Понимаешь, для чего работаешь, для чего живешь? Чем запомнится форум «Армия» этого года? И чем на ней удивил Татарстан? Узнал Дмитрий Аринин. Кинофильмы для Парка Победы и цирк для Черного озера. Эту зону, например, можно посвятить инсталляции. Кто вдохнет жизнь в парке Казани, расскажет Александра Севастьянова. На колесах и с колесами. С автосубантуей Лина Анатольевна. Быстрее, глубже, резвее. Потом в городе как летишь. Как международный турнир по триатлону встретила Казань, увидел Рамиль Шайдолин. Татарстан будет сотрудничать с Иркутской областью в вопросах реставрации памятников архитектуры и производства нового самолета МС-21. Об этом договорились во время визита Рустама Минниханова в Иркутск. Как оказалось, несмотря на тысячи километров между регионами, у нас много схожего. По каким еще направлениям пойдут одной дорогой, узнала Лейсан Сабирова. Такой он сибирский чак-чак и сибирское гостеприимство. Еще на берегах Ангары Рустам Минниханов вкусил прелести местной изюминки архитектуры Иркутской слободы. Эту историческую застройку города недавно отреставрировали, облагородив здания и скверы. Такой комплексный подход к делу особенно понравился Рустаму Минниханову. Как отметил президент, в Татарстане также накоплен богатый опыт реставрации. И здесь специалистам двух регионов будет полезно обменяться опытом. Это уникальный опыт, который надо воплощать по всей нашей стране. Сотрудничать с Иркутской областью Татарстан собирается и в деле новинки отечественного авиастроения. На иркутском заводе строится новый самолет МС-21. И предприятия республики помогут воплотить этот проект. Есть предприятия, которые делают компоненты для самолета. Они тоже, вот 6 предприятий здесь, они будут более детально обсуждать нашу кооперацию. И таких путей сотрудничества между Татарстаном и Иркутской областью много. Сейчас товарооборот между регионами составляет более 4 миллиардов рублей. Увеличить эту цифру планируют за счет расширения сотрудничества в химии и нефтехимии, а также в лесной промышленности. Мы договорились о том, что поработаем и в части сотрудничества по производству химической продукции и лесной продукции. Но кроме этого Татарстан в последнее время очень серьезно занимается развитием и технологий. Все пути сотрудничества занесли в дорожную карту. По ней и пойдет реализация договоренности. Также Рустам Минниханов поблагодарил местные власти за поддержку татар Иркутской области. Как отметил президент, сохранить родной язык и культуру им всегда готов помочь телеканал ТНВ «Планета». Лейсан Сабирова, Дмитрий Аринин, Давид Абдуллин, ТНВ, Иркутская область. И самолеты, и танки, и оружие. Всю эту неделю наши корреспонденты наблюдали за тем, за чем следили во всем мире Международным военно-техническим форумом «Армия». Он в эти выходные завершается в Подмосковье. Как подсчитали, к субботе его посетили более 300 тысяч человек. Предмет особого интереса — новейшее вооружение, в том числе из Татарстана. О чем можно с гордостью говорить «мы это сделали», расскажет Дмитрий Аринин. Ночью бои бывают. Днем контракты заключают. А еще из всех орудий стреляют, и все это можно потрогать и запечатлеть. Это «Армия» – международный военно-технический форум, который собирается в нашей стране и которому без умаления приковано внимание всего мира. Здесь то новейшее оружие, которое приятно посмотреть, и с которым в реальном бою лучше не сталкиваться. Когда чувствуешь на себе, да, вот эту ударную волну, которая идет из пушки, когда у тебя все внутренности идут как рябь по воде. Это впечатляет. Понимаешь, для чего работаешь, для чего живешь. На форуме можно увидеть и ракетный щит страны. Зенитные комплексы С-300. Они способны поражать различные цели, в том числе и летящие из космоса. А рядом оружие, которое способно дотянуться до противника на межконтинентальном расстоянии. Установка «Тополь». Своего рода длинные руки российской армии.
В этом году в Подмосковье съехались более 1000 предприятий и почти 20 тысяч их произведений. Татарстан, который славится своей оборонной промышленностью, представляли более десятка компаний, в том числе такие известные бренды, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский судостроительный завод. Их разработки с особым интересом посмотрел и президент Татарстана Рустам Минниханов. Это океан, который мы поставили для... Это строится у нас оба, Россия, Республики Татарстан. Он 3700. Такое широкое обозрение возможностей оборонки призвано дать импульс ее развитию и навести мосты между производителями и покупателями. Очень большой интерес появляется вертолет Янсат, поскольку сегодня мы активно его продвигаем, прежде всего, конечно, на гражданском рынке. Значит, и Ми-38, поскольку у нас уже есть подписанный контракт для Министерства обороны, и он уже будет продвигаться в 2 версиях, как военно-транспортная и также гражданская. Также для Министерства обороны России наш Камский автозавод получил контракт на производство специальных арктических КАМАЗов, а Зеленодольский судостроительный завод пополнит российский флот малыми ракетными кораблями. Здесь по контракту он касается в целом серию кораблей. Это не этого года сдачи, это последующий года сдачи. Как говорят товарищи командиры российского Минобороны, форум «Армия» уже удружил, причем больше, чем раньше. Будет проведена поставка более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц вооружения военной и специальной техники. Подписание государственных контрактов становится хорошей традицией нашего форума. Так, эхом контрактов форум «Армия» отзовется, наверное, еще не единожды, но это не единственная его цель. Он призван просто порадовать гостей. Уже в эти выходные почувствовать себя, к примеру, танкистом и прикоснуться к военной технике смогут все желающие. Форум будет открыт для массового посещения. Дмитрий Аринин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Московская область. Ну, а тысячная армия комбайнеров в эти дни ведет битву за урожай. Уже намолотили 3 миллиона тонн зерна и убрали больше половины площадей. О темпах уборочной кампании сегодня на совещании в Доме правительства рассказал Марат Ахметов. Совещание провел Алексей Песошин. Лидируют Заинский, Буинский и Сармановский районы. В аутсайдерах пока Бугульма, Камское устье, Тукаевский район и Менделеевск. Средняя урожайность по республике 35 центнеров с гектара. Были годы, когда повод был оправдывать свои недоработки погоды, но в этом году, конечно, такой причин пока не было. Менделеевскому особенно, чтобы в критику не попасть, факт они опережают своими бумагами, вместо того, чтобы усилить работы. Да, это не отчет, просто оперативная информация, но от этого у вас жизни легче не станет. Капремонт школ и детсадов выполнен практически полностью под особым контролем школы. Крайний срок сдачи 30 сентября. Пока остаются работы в подростковых клубах, ресурсных центрах и поликлиниках, сообщил глава Минстроя. Параллельно идет подготовка к отопительному сезону. Готовность инженерных сетей свыше 90%. Ко Дню Республики в районах начинают сдавать новые объекты. Сегодня в поселке Карабаш Бугульминского района открыли несколько индивидуальных домов. Вручение ключей посвятили 60-летию поселка. 7 домов построены в рамках программы соципотеки. В них будут жить работники компании «Татнефть». С начала года в Карабаше сдали уже 30 домов. Красивый парк желает познакомиться с хорошим директором. В Казани на этой неделе утвердили претендентов на должность парк-менеджеров. В команду дирекции парков теперь войдут 9 победителей открытого конкурса. Как лауреаты предлагают разнообразить жизнь городских парков, расскажет Александра Севастьянова. Эту зону, например, можно посвятить инсталляциям. Если брать, например, праздник, посвященный татарским композиторам. В секторах инсталляции в амфитеатре рядом живое исполнение. Парк просто идеален для мероприятий, говорит Лилия Якупова о Черном озере. Именно по нему она защищала свой проект. По образованию архитектор работала в сфере развлечений. Здесь решила совместить оба навыка и уже представляет целый букет праздников, которыми можно наполнить городской парк. У меня мечта, я в свое время была в Барселоне и была в очень небольшом витажном цирке, назывался он цирк Варилай. И это именно шатер, и брал он, конечно, своей атмосферой. Такую атмосферу Лиля хочет создать и в Черном озере. Винтажный цирк – еще одно предложение. Оригинальность идей и реальность их воплощения были одними из критериев отбора участников.
На открытый конкурс заявились более 200 человек. До очного этапа, во время которого и нужно было защищать свои проекты, дошли 44 претендента. Затем непростым решением выбрали лучших из лучших. Ими стали 9 победителей. Именно они и получили должность парк-менеджеров. Конкурс был очень интересной практикой. Мы смогли увидеть совершенно разных людей, разных возрастов, от 19 до 52 лет. В числе победителей молодые, но опытные. Каждый уже успел проявить себя в какой-то сфере. А главное, все лауреаты замотивированы сделать что-то полезное для города. Финалом этого мероприятия вот на этом озере было проведение масштабного батла роботов на воде. Робототехника для всех в парке Победы. Еще один победитель Марат Исмагилов предложил взбодрить зону отдыха инновациями. Но углубляться в будущее так с памятью о непростом прошлом. Здесь в перспективе и познавательные лекции Open Air и физминутки. Вдохновились фильмом «В бой идут одни старики», где лейтмотивом была фраза «Будем жить». И вот «Будем жить» эту фразу мы хотели сделать девизом Парка Победы, что мы будем жить достойно памяти поколений. Достойно памяти поколений с такими руководителями будет жить каждый парк Казани, уверены организаторы. Пока они станут частью команды дирекции парков, а уже после их закрепят за конкретными объектами. Александр Севастьянов, Ильшат Мухаметов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Пока в городах строят парки, в компании «Транснефть Прикамье» запускает производство безвредное для природы. В год экологии в компании «Транснефть Прикамье» презентовали свой проект по защите окружающей среды. На это направлена экологическая политика компании по транспортировке нефти. Этим занимается 5 аккредитованных экоаналитических лабораторий. Речную воду в мензурку и на тщательное исследование. На современном оборудовании можно выявить больше десятка показателей загрязнения. Именно в этой лаборатории в Ковалях исследуют пробы из зоны действия объектов казанского филиала «Транснефть Прикамье». Отобрали с реки Волга и привезли определить нефтепродукты. Под контролем опытного специалиста химическая реакция буквально вытягивает из воды нефтепродукты, а в норме ли их содержание проверяют на специальных приборах. По результату анализа наша вода чистая. Специалисты лаборатории постоянно контролируют химический состав и качество поверхностных источных вод, почвы, атмосферного воздуха и промышленных выбросов. Полный анализ отобранных проб на содержание нефтепродуктов в окружающей среде проводится на современном оборудовании и в постоянном режиме. Ежегодно предприятие производит в общей сложности около 3000 различных анализов. Деятельность нашей лаборатории направлена на исключение негативного влияния деятельности нашего предприятия на окружающую среду. Ежегодно деятельность экоаналитических лабораторий акционерного общества «Транснефть Прикамье» проверяется международными аудиторами. Они дают высокую оценку организации системы экологического контроля на предприятии. А это значит, что мы можем быть спокойны за нашу экологию. Батыры на колесах. Выставка ретро-авто на Казан-ринге сегодня ожила и превратилась в настоящий сабантуй. Экспонаты проверили в деле, как и их хозяев. Любителям машин с историей пришлось не только крутить баранку, но и катать колеса вручную. Свои силы на автосабантуе попробовала Илина Зинатуллина. История, которая все еще на ходу. Любители ретро-машин показали своих ласточек в деле, устроив настоящее фигурное катание. Рамилю Зайнуллину в габаритном ГАЗ-24 с 1978 года на «Змейке» пришлось непросто. Но свою ласточку он ни на что не променяет, ведь это мечта, которая сбылась, даже опередив возможности. Когда еще прав не было, месяц оставалось права получить. Машина очень нравилась. Искал по объявлению, первую попавшуюся купил. Она оказалась прекрасной. А вот на трассе Казан-ринга любители ретро смогли расслабиться и почувствовать настоящую свободу и скорость. Камер много поставили в городе, вообще по стране, и приходится сдерживать желание нажать на дорогах. А здесь нет камер, не поставили пока еще, и можно нажать на педальку газа. Любят и кататься, и саночки возить, а вернее колеса на автосабантуе и молодежь, и ветераны движения. Зачем уповать на свой возраст? Мне стареть просто некогда. Некогда стареть. Пока лучшее время меньше 16 секунд. Что ж, попробуем свои силы. Внимание! Зачетное время участницы Лины 23:49. До профессионалов далековато, но они продолжают удивлять мастерством. Дамир Надфулин решил пробежать сразу с 2 колесами, и это после испытаний на авто. Ничего легко не дается, все тяжело, но стараемся. Сошлись в одном, главное не победа, а удовольствие и для участников, и для зрителей. Мося, как тебе
Под пристальным вниманием тысячи россиян сегодня плыли, ехали и бежали прямо в центре Казани. Столица Татарстана вновь приняла международные состязания по триатлону, виду спорта, в котором длинные дистанции чередуются без остановки. А в этот раз нон-стоп за спортсменами следили и зрители. Триатлон-турнир перекочевал в интернет онлайн. Как Казань встретила его в этом году, расскажет Рамиль Шайдулин. Бежит Самара, плывут Эмираты, и последние метры доезжают европейцы. После недавних воздушных гонок Казань вновь столица международного спорта. Заплывов, забегов и велозаездов, выдержать которые не каждому по силам, выручают болельщики. А что если бы шахматы выбрали, что бы изменилось? А мы бы им триатлон предложили тогда. Трижды спорт выбирает и российский шоу-бизнес. На низком старте к своей первой казанской 5-километровке Михаил Шац. Я чем короче, тем лучше предпочитаю. К сожалению, меньше 5 нет, поэтому придется пробежать 5. Для триатлетов в Казани перекрыта часть дорог. Тех, кто так часто не жалуют автолюбители, но сегодня на ура принимают велосипедисты. Трасса огонь, просто огонь. Сначала в горку, а потом с горки как летишь. Спасибо всем за поддержку. Под наплывом участников река Казанка. С акватории начинается каждая новая дистанция. Вода держится прохладная, когда ныряешь, это бодрит. 5:15:39. Свои личные рекорды спортсмены видят и в интернете. А еще где и во сколько триатлет находился на дистанции. В этом помогают специальные ножные датчики. Такие технические решения еще и расширили участие болельщиков. Так теперь за триатлоновцами они наблюдают через свои смартфоны. Тысячи спортсменов на тысячах устройств. Народу больше, приблизительно на 15-20% относительно прошлого года. В прошлом году участников было немногим больше, 1500 против нынешних 1300. Но по словам организаторов, на этот раз увеличился охват. Побороться в Казань съехались из 11 стран. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Программу продолжит традиционная субботняя рубрика «В сети». Арман Костанян расскажет нам самые обсуждаемые новости интернета. Всем привет! Прям очень много интересных видео на этой неделе, поэтому не будем тянуть, сразу начнем. Как можно молодежи развлечься в Казани? Ну там, в кино сходить, в театр, в парке погулять и все в этом духе. Но вот находчивые ребята нашли новый способ. Видели фонтаны на Советской площади? В пене. Вот это их рук дело. Такая пенная вечеринка вне закона. По сути, прикольное развлечение и смотрится интересно. Но, друзья, знайте, что это развлечение обойдется вам в... административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Или административный арест на срок до 15 суток. Так что прежде чем так делать, 7 раз подумайте. Видео, которое у казанцев вызвало бурную реакцию, хотя по мне так ничего особенного. По Миллениуму ехала вот такая машина. Большой грузовик везет сено, и все. Пользователи поломали голову над тем, куда же он едет. Друзья, куда точно не знаю, но знаю для чего. Готовы? Та-дам! Вот такие вот креативные у нас механизаторы. И смайлики, и паровозик, и большой паровозик. Неважно, кем вы работаете, главное везде проявлять свой креатив. Только, наверное, врачам не стоит этого делать, а то накреативничают там. Лениногорский парень завоевывает татарский интернет. Он записывает каверы на известные песни, например, вот. В его репертуаре также есть и трек «Диспасито», «ВВ Ленинград», «Фирдус Тимаев». Кто-то явно здесь лишний. Я нашел его, и он нам записал небольшой видеопривет. Смотрим. Всем привет, друзья! Ну, все началось с того, что я почти что случайно переделал популярную нынче песню «Диспасито». Этот кавер вызвал большой интерес у публики, и поэтому я решил продолжить делать каверы. Всегда смотрите рубрику «В сети» с Арманом на репите. Спасибо большое, ждем новые каверы, только смешные. Пришло время для нашей традиционной рубрики «В сети с президентом». Судя по инстаграму, Рустам Минниханов на этой неделе сходил в армию. Речь, конечно, не о срочной службе, а о международном форуме «Армия-2017». Тут КАМАЗы, вертолеты, машины и самовар. Это были не единственные КАМАЗы, которые появились у президента в ленте. Он встретился с командой КАМАЗ-Мастер, затем с деловым визитом отправился в Казахстан. Пожелаем президенту успешного завершения недели, а мы идем дальше.
Первый матч Акбарса в этом сезоне начался с победы. Молодцы! Но не только с победы. Драка, там дерутся! Но публика шумела от радости, потому что наш победил. Итак, ребята, нашли ту девушку, которой все-таки не подарили iPhone. Ты ничего мне не даришь специально, не хочешь ничего мне дарить. О чем говорите, нормально? Ты пообещал мне этот iPhone гребаный 5 месяцев назад. И не купил. Ты мне ничего не даришь? Сразу видно, у девушки губа не дура. Не просто iPhone, а 7-й хочет. Я хочу 7-й сейчас. Я хочу сейчас. Сейчас нету денег. Родная ты моя, денег пока нет. Ну ты жди. Да, ну и девушки пошли. Вот нашей предыдущей героине надо брать пример с этой девушки. Яркий пример сильной и независимой женщины. Просто закинула ногу и закрыла сама багажник. Годы тренировок гимнастикой не прошли даром. Как говорится, все в жизни пригодится. И напоследок топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы в Яндексе. Солнечное затмение, которое было 21 августа. Раз в 300 лет, говорят они, каждый год перед затмением. Также в топе КХЛ. Сезон начался, Акбарс, рвите там всех. Универсиада 2017 в Тайбэе. Она продлится до 30 августа. Поэтому следим и поддерживаем наших спортсменов. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Информация о погоде на воскресенье завершит этот выпуск. Следующий в 21:30. До встречи. Казань-Оргсинтез – лидер химической промышленности Российской Федерации. Дед, а ты кем работаешь на заводе? Слесарем-ремонтником. А папа? А папа аппаратчиком. А когда я вырасту, кем я буду на заводе? Как минимум инженером. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. В Белке последние летние цены. Только одну неделю. Норка от 40 тысяч, мутон от 6, пальто от 4. Белка, Татарстан 7. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Татарстан Республикасының мәҗбүри медицина иминияты территориаль фонды иске медицина полисыгызны бердәм үрнәктәге полиска алыштырырга кирәклеген исегезгә төшерә. Сез аны Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина иминияты өлкәсендә эшләүче иминият компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. В 1963 году Казань-Оргсинтез запустил первое производство фенола и ацетона. Сегодня завод производит более 170 видов продукции общим объемом свыше 1,5 миллиона тонн в год. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадыбызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәргә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. Легенды гласят, что был тот зверь красив и статен, силен и проворен, и звали его Ирбисом, барсом снежным или белым барсом. Очень давно помог он мальчику, заблудившемуся в лесу, и стал этот мальчик героем народным. Пришло время помочь белому барсу, чтобы и дальше он помогал людям. Поддержи силу барса. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Открытие сезона в Театре оперы и балета. Премьеры,
«Пиковая дама», «Ромео и Джульетта». Спешите увидеть шедевры мировой классики с участием звезд мировой сцены. Вдохновитесь грандиозными постановками. Ждем вас! Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца августа и получите бонус «Комод в подарок». Доставка, установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Лето неумолимо подходит к концу, и погода начинает настраиваться на осенний лад. В предстоящие сутки в республике вновь ожидаются осадки, но температурный фон существенно не изменится. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно, местами возможен дождь. Ночью плюс 11, днем плюс 23 градуса. На северо-востоке Татарстана ожидается облачная погода, плюс 12 градусов ночью, плюс 23 днем. На севере республики ожидается переменная облачность, днем местами дождь. Ночью будет до 12 градусов тепла, днем же до плюс 24. На северо-западе ночью облачно, плюс 11, днем местами дожди, плюс 21 градус. На юго-западе республики местами возможны дожди. Температура воздуха ночью составит до 11 градусов тепла, днем же до плюс 22. В центральном районе республики ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью плюс 12, днем плюс 23 градуса. В последующие сутки температура немного понизится, ожидаются осадки. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома на берегу реки Волга, индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. Предстоящей ночью в столице будет ясно и до 12 градусов тепла. Днем ожидается дождь, температура воздуха составит плюс 22 градуса. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.